Интинский филиал Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа реализовал молодежный этнопроект «Ме и Те». В переводе с коми-языка «Я и ты». Что это за проект и чем он интересен, узнала наша съемочная группа. В рамках проекта студенты Интинского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа в сопровождении педагога посетили село Петрунь. Это путешествие, как его назвали ребята, удалось осуществить благодаря поддержке республики. В этом проекте «Ме и Те», что в переводе с коми-языка «Я и ты», участвовало намного больше студентов, нежели сколько у нас ездило. Поехало всего 2 студента, ввиду того, что трудность транспортной доступности непосредственно. Вот. Конечно, бы хотелось его продолжить. Почему? Потому что сейчас после приезда столько студентов к нам обращается и спрашивает, а можно мы с вами в следующий раз поедем? И в планах на ближайшие полгода, конечно, есть такие мысли, чтобы организовать поездку уже не в рамках данного проекта, а отдельно, чтобы молодежь еще раз поехала, да, и окунулась в этот колорит северного села. Мы туда полетели на вертолете. Это была моя первая такая ситуация, где надо лететь, наверное. Страшно было. Мы приходим в аэропорт, смотрим, летит вертолет. Я никогда не летал, мне стало страшно. Потом начали подходить, я смотрю, огромная махина стоит. Заходим, грузимся, начинаем взлетать. Как только взлетели, я понял, что мне это нравится и нифига не страшно. Долетели до Петруни за минут 20-30. Пока летели, очень высоко было, и мы видели оленей, тундру, то есть очень красивые виды. Грант от Министерства национальной политики Республики Коми в размере 100 тысяч рублей был выигран командой студентов Интинского филиала колледжа под руководством их педагога Юлии Жарун в республиканском этнофоруме «Мы россияне» в рамках площадки «Роль молодежи в этнопространстве» в октябре 2023 года. Средства на реализацию проекта были выделены в июне 2024 года. Молодежный этнопроект «Ме и Те» в переводе с коми-языка «Я и ты» направлен на популяризацию культуры, традиций коми-народа в доступном молодежном формате, взаимодействие разных народов друг с другом, раскрытие потенциальных возможностей для сохранения традиций, обычаев, языкового и культурного наследия коренных народов Севера. Почему именно село Петрунь было выбрано, это, наверное, моя личная такая задумка. Я сама выросла в данном селе, и еще ранее, когда-то в детстве, у меня проскальзывала такая мысль, что я бы хотела, чтобы в нашем селе узнало чуть больше людей, нежели туда попадает. Вот. И когда была такая возможность поучаствовать в этнофоруме, я предложила эту идею студентам. Студенты одобрили, так как они вообще впервые от меня услышали, что вот есть такое отдаленное село, где сохранен национальный колорит, где сохранен язык, где сохранена культура коми-народа, северного народа, где есть возможность притронуться к тем же самым северным оленям, да. Вот, увидеть все эти национальные одежды, пообщаться с коми-говорящей такой же молодежью. Я был в шоке, потому что она полностью из дерева состоит, не кирпичей, как в городе, просто из дерева. Ребят там очень мало было, то есть там насчитывалось, по-моему, 37 человек. Я был в шоке. Все, там тоже отсняли, ребята добрые, позитивные, веселые. Очень понравилось. Потом мы пошли, получается, в Дом культуры. Там тоже познакомились с веселым мужиком. Он прям такой добренький. Он нам показал, как играет на баяне, на гармошке. Взяли у него тоже интервью. И двинулись, получается, опять в дом. Опять покушали. Опять стол. Мы только в первый раз, когда кушали, все почти съели. Приходим во второй раз под вечер. Опять стол такой же накрытый. Я удивлен был, приятно. На грантовые средства было приобретено необходимое оборудование, аккумуляторы и карта памяти для видеокамеры, микрофон, переходник, светодиодные лампы, цоколи и свитшоты с логотипом проекта. У нас основная цель была не в том, чтобы поехать туда, да, у нас основная цель, чтобы донести до молодежи в молодежном формате, такого в формате блогерства даже, наверное, потому что ребята у нас снимали челленджи, ребята у нас снимали такие коротенькие шортс-видео, и у нас будет большой влог выложен в ВКонтакте, который будет далее разделен на маленькие такие видео-шортсы.
потому что молодежь сейчас тратит очень много времени на просмотры, и если им не интересно, они сразу же пролистывают. И мы брали акцент на короткие видео, где мы лаконично показываем какую-то отдельную тематику, раскрываем. По-моему, у нас сейчас неплохо получается, потому что за несколько дней существования сообщества у нас уже практически по 1000 просмотров видеошортсов, видеороликов этих коротких. Вот сейчас посмотрим, как пойдет раскрутка влога, потому что интерес уже есть, и это очень здорово, это очень радует. И опять же подчеркну, что надеюсь, что мы не остановимся только на селе Петрунь. Надеюсь, что все-таки же мы еще и поедем в другие отдаленные села. Это такие, как Косевом, такие, как Одзивовом. У нас еще есть и Абись. Да. И Абись, наверное, самое близкодоступное, потому что есть все-таки ЖД-сообщение. В реализации проекта участвовали студенты 3-го курса специальности графический дизайнер и Григорий Шиклин и Андрей Самаркин, которым посчастливилось побывать в селе Петрунь. Сзади меня находится очень много оленей, но, к сожалению, мы к ним не сможем подойти. Нам запретили оленеводы, потому что если мы подойдем ближе, мы можем нарушить работу оленеводов. А загнать оленей вон в тот загон – это колоссальный труд. Они еще странные звуки издают, как будто хрюкают. Это смешно. Только что к нам подбежал какой-то олень, я испугался, думал, меня сейчас забодает. Кстати, оленеводство издавна в Петруне было основной деятельностью, что мы и наблюдаем сейчас по сей день. Эта поездка была такая нелегкая, потому что на снегоходе там 2,5 часа, по-моему, ехать, не двигаясь, еще и ветер в лицо. Конкретно я еще тогда забыл маску надеть, я только в очках был. Замерзал очень сильно, но нам повезло с погодой, потому что могло быть намного и хуже. В рамках визита в село подростки посетили оленье стадо, школу, дом культуры, побывали на набережной, прогулялись по улочкам села и пообщались с жителями. Здравствуйте, меня зовут Андрей, как вас зовут? Меня зовут Андрей Алексеевич. Очень приятно. А вот мы сегодня первый день в Петруне, и мы вообще с нашим оператором впервые здесь. Мы, прогуливаясь по разным локациям, заметили разные декоративные елки на вот той же беседке. Это вы сделали? Ну да, это я сделал уже много лет тому назад. Беседку сделал, потом елку стал ставить перед Новым годом, чтобы как-то было жизнь в селе веселее. Все-таки тут у нас как бы до города далеко, и стараемся веселить сами себя. А вот тут я еще заметил качели. Они... Это пасхальные качели, как обычно на Пасху ставят, но я решил их оставить. Они годами стоят здесь, потому что летом дети тут катаются, качаются, ходят тут, гуляют. Им приятно и хочется как-то, чтобы им было тоже веселее. Как в городе как бы. Тут уже ничего такого нового нету. Все по старинке. Эмоции, я даже не знаю, что сказать. Как только вот с момента полета до конца поездки у меня просто эмоции зашкаливали. Я не знал, что думать, что говорить. Мне все было в новинку абсолютно. То есть даже то, что люди там живут и с комфортом, казалось бы, в стольких километрах от города, там холод, а люди живут и не жалуются особо. Еще там были лошади, это тоже меня очень сильно удивило, что лошади свободно гуляли по деревне. То есть это прям... Еще экзотическая еда, там вода. Очень чистая, ты ее пьешь и не можешь напиться. То есть вода чистейшая просто. Какие-то экзотические сливки тоже из Петруни, сливки, сметана какая-то. Я так до конца не понял, что это, но было очень вкусно. Ягоды вкуснейшие, то есть еда там очень вся вкусная. Приняли как своих. На снегоходе, наверное, самое тяжкое было и запоминающееся с вертолетом. То есть никогда не летал, всегда мечтал, и вот мечта исполнилась. Я бы, честно, жил бы лучше в Петруне, нежели в городе. Я не знаю, мне там прям понравилось очень сильно. Я думаю, и другим ребятам понравится, которые туда съездят хотя бы раз. Они захотят еще туда. Одноименная группа ВКонтакте была создана задолго до поездки. Ребята начали еще тогда собирать информацию о быте, традициях и укладе жизни сельских людей, живущих на Крайнем Севере. В селе Петрунь была реализована основная часть проекта – съемки челленджей, влогов и видеошортсов по данной тематике. Сразу по возвращению в группе был запущен выпуск подкастов.